Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. 4 ноября в парламенте Абхазии обсудили и приняли в первом чтении проект конституционного закона о поправке Конституции Абхазии о количественном составе Народного собрания парламента Республики Абхазия. Поправка увеличивает число парламентариев с 35 до 55 человек и создает основу для перехода к смешанной избирательной системе. О том, каковы плюсы и минусы нового закона, мы обсудим позднее с нашим гостем в студии. А сейчас вспомним о наиболее значимых событиях этой недели. С обзором новостей познакомит Роланд Матуа. 2 ноября в посольстве России в Абхазии была открыта траурная книга по приему соболезнований в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в небе над Египтом. С первых часов, как только появилась информация о жертвах, к зданию посольства России в Абхазии стали приходить люди. Они приносили цветы, свечи, детские игрушки в память о погибших. Свои записи в траурной книге оставили сотни людей, в их числе парламентарии, общественные деятели, школьники. Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью российских граждан в авиакатастрофе. Президент также оставил запись в траурной книге. «Глубокие соболезнования семье погибших и всему народу России», написал президент. Перспективы создания киностудии «Сухумфильм» обсуждались 2 ноября на встрече президента Рауля Хаджимба с генеральным директором Госфильмфонда России Николаем Бородачевым. Речь, в частности, шла о выделении участка земли под строительство киностудии. Николай Бородачев подчеркнул, что Госфильмфонд – некоммерческая организация. Ее основная задача – создание кинофильмов, популяризация российского кинематографа в будущем и продукции Сухумфильма. Госфильмфонд предоставит в дар Абхазии передвижной кинотеатр, чтобы кино могли показывать не только в столице, но и в районах, в селах. Президент Рауль Хаджимба поддержал идею Госфильмфонда России провести в Абхазии международный кинофестиваль. Абхазская сторона готова в этом плане сотрудничать и развивать эти отношения. Та же производственная площадка, о которой идет речь, с нашей стороны есть готовность эту работу начать, продолжить, и чтобы она была полезна. От 2 до 3 гектаров это вполне достаточно, если сделать настоящую киностудию, потому что у вас такая природа, что сам Бог велел здесь снимать фильмы, и это будет, я думаю, что международная киностудия. Рауль Хаджимба принял участниц международного круглого стола изучения и преподавания русского языка и литературы в странах постсоветского пространства, проблемы и перспективы, прошедшего в конце октября в Российском университете дружбы народов в Москве. В работе круглого стола принимали участие представители стран постсоветского пространства. Абхазию представляли старший преподаватель кафедры русского языка АГУ Эльза Сабеке, преподаватель русского языка АГУ Виктория Будба и директор Сухумской средней школы Лиана Хварцке. На территории Ачимчирского района на волю выпущено более 100 фазанов исчезающего вида. Подобная акция впервые проводится Обществом охотников и рыболовов в Абхазии и направлена на увеличение популяции этого вида птицы. После того, как фазанов выпустили на волю, за территорией их обитания будут следить эксперты. На сегодняшний день кавказский охотничий фазан практически исчезнувший вид птицы. И именно поэтому Общество охотников и рыболовов просит охотников не трогать фазанов в ближайшие 5 лет. 3 ноября президент Рауль Хаджимба встретился с членами Общественной палаты. Запретных тем на встрече не было. Участники встречи обсуждали вопросы внутриполитической и криминогенной ситуации в стране, дискутировали о проблеме объединения людей, придерживающихся разных политических взглядов, обсуждали возможности их доступа на национальное телевидение. Встреча членов Общественной палаты с президентом длилась около 2 часов. Ее участники выразили надежду, что такие встречи станут регулярными. Президент вновь подчеркнул готовность обсуждать любые темы честно и открыто, с тем, чтобы общество было достоверно информировано о деятельности руководства страны. На таможенном посту Адлер сочинской таможни начат активный ввоз сельхозпродукции из Абхазии. Нагрузка на автомобильный пункт пропуска Адлер существенно возрастает, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления ФТС России. Всего с начала октября ввезено более 415 тонн сельскохозяйственной продукции, фейхоа, хурмы и мандаринов, что на 213 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них мандаринов 298 тонн. При этом нормы ввоза товаров для личного пользования остались без изменений. 3 ноября в Сухуме открылся международный турнир «Кубок Победы» по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов в памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии.
Помимо нашей команды, в этом году участие в нем принимают футболисты из России, Чечни и Узбекистана. Сборная команда инвалидов-ампутантов Абхазии была создана в 2001 году. В ее состав входят люди, потерявшие конечности как во время боевых действий, так и в результате несчастных случаев. В день открытия турнира на поле вышли команды из Абхазии и Узбекистана. На этот раз удача оказалась на стороне узбекских спортсменов. Несмотря на проигрыш, абхазские футболисты, впереди у которых несколько матчей, еще могут завоевать главный приз турнира. 4 ноября в МИД Абхазии состоялась встреча министра иностранных дел Вячеслава Чирикба с почетным консулом Абхазии в Великобритании, профессором Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета доктором Джорджем Хьюитом. Профессор рассказал министру о своей деятельности в Великобритании в качестве почетного консула, обсудил перспективы укрепления международного положения нашей страны. Кроме того, на встрече обсуждались планы по активизации дипломатической деятельности Абхазии в Западной Европе. Об этом сообщил сайт МИД Абхазии. Чемпионат мира КОНИФА Конфедерации независимых футбольных ассоциаций пройдет в Абхазии с 28 мая по 6 июня 2016 года. Окончательное решение об этом принято 4 октября. Церемония открытия состоится 28 мая в Сухуми. В чемпионате мира по версии КОНИФА будут участвовать 12 команд. На очередном заседании сессии Народного собрания Абхазии, состоявшейся 4 ноября в Сухуми, депутаты приняли закон о противодействии коррупции, о количественном составе Народного собрания, внесли изменения в закон о плате за землю и рассмотрели ряд других вопросов. В том числе депутаты обсудили закон, инициированный президентом о местном самоуправлении и управлении в Республике Абхазия. Также в окончательном чтении принят проект закона о ставках земельного налога, которые остаются на прежнем уровне. Без поправок в третьем окончательном чтении принят законопроект о банках и банковской деятельности. В первом чтении принят законопроект о налоге на добавленную стоимость. Пострадавшие от аварии на водном резервуаре в Гагре получат компенсацию уже на следующей неделе. Об этом 5 ноября заявил премьер-министр Абхазии Артур Микваби на встрече с членами рабочей комиссии по ликвидации последствий аварии. Определена общая сумма компенсации. Напомним, что утром 31 октября в результате разрушения резервуара с водой значительно пострадали улицы, частные строения и имущество горожан. Нанесен, с одной стороны, материальный ущерб жителям города, повреждения там в жилых домах. И не менее важный вопрос – это, конечно, то, что водозаборная разрушена, и надо ее срочно восстанавливать, потому что нарушено все водоснабжение города Гагры. И в восточной части разрушенное полотно дорожное, ее тоже надо восстанавливать. Рабочая комиссия, созданная с момента аварии, уже оценила ущерб, нанесенный жителям инфраструктуре города. По словам главы администрации, пострадавшими признаны 22 домовладения, а также 9 единиц личного автотранспорта. Комиссия утвердила сумму, которую необходимо возместить жителям. Это 2 миллиона 870 тысяч рублей. В Доме Москвы состоялась торжественная церемония награждения высшими общественными наградами лауреатов книги почета и чести России, посвященной 70-летию Великой Победы. В церемонии награждения участвовали чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев, министры, депутаты, ветераны. Серебряной медалью во имя России и дипломом «Гордость России» были награждены герои Абхазии Мираб Кишмари и Вячеслав Эшба. Серебряной медалью и почетным знаком администрации президента России были удостоены 10 ветеранов Великой Отечественной войны Абхазии. Высшие награды орденов во имя России были награждены президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия. 5 ноября МИД Абхазии в ответ на слова министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Паты Закарашвили заявил, что никаких переговоров о политическом статусе Абхазии с грузинской стороной не ведется. Пата Закаришвили в ходе заседания парламентского комитета Ассоциации Грузия Евросоюз заявил о готовности грузинского руководства рассмотреть модель федеративного устройства государства с особым политическим статусом для Абхазии. Абхазский МИД это утверждение грузинских политиков назвал откровенной ложью. Единственным международным переговорным форматом, в котором принимают участие абхазская и грузинские стороны, остаются женевские дискуссии, где вопрос статуса Абхазии не обсуждается. В Сухумском городском собрании 6 ноября прошло заседание комиссии по ведомственным домам. На заседание были приглашены начальники домоуправлений, ведомственных домов, депутаты Народного собрания и замглавы столичной администрации Тимур Ткибучава.
Жилые многоэтажные дома, находящиеся на балансе различных ведомств, юридически не принадлежат столице. Однако именно городские службы занимаются оказанием всего спектра услуг проживающим в нем жильцам. Хотя и не должны этого делать, так как квартплату они перечислят в ведомственные домоуправления. Проблема ведомственных домов существует не только в Сухуми, но и в других городах и районах. Собравшиеся резюмировали, что проблема ведомственных домов должна быть решена на республиканском уровне. 6 ноября президент Рауль Хаджимба поздравил сотрудников АГТРК с днем рождения и становления Абхазского общенационального телевидения. В своем поздравлении глава государства подчеркнул, что сегодня перед коллективом Абхазской телерадиокомпании стоит ряд ответственных задач. Они посвящены обеспечению на высоком профессиональном уровне информационной поддержки социально-экономических, культурных, научно-образовательных, молодежных, духовных и других приоритетных направлений развития государства. Руководство страны, говорится в поздравлении, будет прилагать значительные усилия по укреплению материально-технической базы телевидения и радио. Рауль Хаджимба пожелал коллективу Абхазского государственного телевидения успехов и творческого настроения. В Сухуми 6 ноября открылся молодежный форум 2015. В нем принимают участие более 130 человек, в том числе делегаты из ЛНР, Приднестровской Молдавской Республики, Крыма, Республик Северного Кавказа и Южной Осетии. Участников молодежного форума поприветствовал президент Абхазии Рауль Хаджимба. Президент подчеркнул, что воспитанию молодого поколения необходимо уделять большое внимание, так как именно от него зависит будущее республики. Молодежь в современном мире не может развиваться изолированно. Поэтому мы придаем особое значение упрочению и умножению наших контактов и связей с молодежью других стран. В первую очередь России. Нынешний форум играет в этой связи очень важную роль. Участники форума отмечали, что это мероприятие должно стать экспертной площадкой, где молодые люди смогут встречаться и обмениваться мнениями по разным вопросам. По завершении торжественной части участники форума посетили выставку «Молодежная политика в Республике Абхазия». Вчера, сегодня, завтра. Молодежный форум Абхазии 2015 будет работать до 8 ноября. 6 ноября премьер-министр Артур Микваби побывал на чайных плантациях Джгарды и Таумыша. Также он посетил Члоускую и Кутольскую чайные фабрики. Премьер-министр Артур Микваби – руководитель рабочей группы, созданной для решения возникающих вопросов в работе по восстановлению чайной отрасли. В этом направлении намечены масштабные работы. В течение этого года площадь действующих плантаций планируется расширить до 500 гектаров. Таким образом, в общей сложности в Ачимчирском районе будет восстановлено 1000 гектаров чайных плантаций. Мы хотим, конечно же, выйти на серьезные цифры по производству самого не только чайного листа, но и готовой продукции. Речь идет о создании конкурентоспособного товара. Наряду с восстановлением чайной отрасли в ближайшем будущем начнутся и другие работы, связанные с возрождением технических культур, а именно производство эфирных масел. Это были наиболее интересные события первой недели ноября. А теперь обратимся к главной теме нашей программы – принятие депутатами Народного собрания в первом чтении проекта конституционного закона о количественном составе Народного собрания парламента Республики Абхазия. Сегодня эту тему мы обсудим с депутатом Народного собрания Абхазии Сергеем Шамбо. Здравствуйте, Сергей Миронович. Добрый день. Сергей Миронович, перед нашей беседой я бы хотела, чтобы мы посмотрели с вами сюжет, который был снят нашими корреспондентами в парламенте 4 ноября. Пожалуйста. Первым среди законопроектов, представленных на повестке дня, депутаты обсудили поправку Конституции о количественном составе Народного собрания. Проект закона предполагает 55 парламентариев вместо 35. По словам депутата Валерия Агарба, предлагаемая поправка создаст основу для перехода к смешанной избирательной системе. Соответственно, 28 депутатов будут избираться по пропорциональной системе, 27 по мажоритарной. По мнению разработчиков законопроекта, смешанная избирательная система для республики – наиболее подходящий вариант. Нейтрализует их отрицательные стороны, такие как, предположим, искажение воли избирателей при мажоритарной системе, когда так называемые пропавшие голоса не учитываются, происходит победа меньшинства над большинством. При пропорциональной системе это такие возможны, как устранение партийной олигархии и ряд еще других проблем, связанных с
отдельным применением той или иной системы. Депутаты подчеркнули и другие преимущества данного законопроекта. К примеру, в Народном собрании станет возможным одновременно и партийное, и региональное представительство. Также поправка обеспечит избирательным правом беспартийных граждан. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба напомнил, что еще в 2007 году переход от мажоритарной к смешанной системе выборов предлагал и бывший президент Сергей Багапш. Закон о количественном составе Народного собрания был принят в первом чтении. За него проголосовали 29 депутатов. Депутаты обсудили закон, инициированный президентом, о местном самоуправлении и управлении в Республике Абхазия. Вносимая в закон поправка связана непосредственно с порядком формирования местных органов управления. В ней предусматриваются различные способы назначения президентом главы местных администраций. К примеру, президент может назначить главу администрации только с согласования и согласия органов местного самоуправления, или же наоборот. Данный законопроект парламентарии бурно обсуждали, высказывая разные точки зрения. Асида Малия, Эльдар Дамиров, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение. Сергей Миронович, вот мы посмотрели сюжет, увидели, как все это происходило в парламенте. Скажите, пожалуйста, какова цель данной поправки? Что она преследует? Надо сказать, что я лично уже давно вынашиваю эту идею, обсуждал ее с предыдущими руководителями страны, и с Сергеем Васильевичем обсуждал Багапшем, с Александром Анквап, с Нугзаром Ашубом мы обсуждали этот вопрос. И Нугзар Ашуба, когда был спикером парламента, тогда начали готовить этот проект. У нас, правда, единственное расхождение были в том, что я был за то, чтобы целиком была пропорциональная система, то есть избирались депутаты по партийным спискам исключительно. Но, учитывая, что общее мнение было такое, что на переходный период нужно сделать смешанную систему, я с этим согласился. Дело в том, что без того, чтобы мы придали значение политическим партиям, у нас не будет нормального политического процесса в стране. И чтобы создать вот такую картину нормальную политическую, нужно усилить значение и роль партии. Сегодня это значение партии не такое, какое оно должно быть в демократическом обществе. Поэтому мы видим, что многие политики, люди, которые идут в парламент, это политики, они стараются не связываться ни с какими партиями, чтобы быть независимыми. Но без этого не может быть нормального контроля над исполнительной властью. Потому что когда в парламенте есть фракции, когда в парламент приходят представители партии, они зависят только от своих программ политических, партийных. И они более принципиально готовы отстаивать интересы своих партий, соответственно, и общества, которое их избирало. Поэтому и контроль за исполнительной властью будет более надежным. Потому что сегодня, когда люди независимые, они в той или иной степени могут быть подвержены давлению, каким-то другим процессам, и с ними легче договариваться, чем с целой партией. Кроме того, когда партии будут в парламенте, за их спиной будет определенная сила, что даст им возможность более принципиально отстаивать интересы. У партии будут газеты, средства массовой информации. И потом общее решение, которое будет принято партиями, будут отстаивать все члены этой фракции. Поэтому это, несомненно, даст возможность для развития политической системы. Это в интересах общества всего нашего. Потому что именно общество заинтересовано в том, чтобы был баланс власти. Именно в таком случае можно создать реальный баланс власти. Вот. А когда будет этот баланс власти и контроль за исполнительной властью будет лучше, я уверен, что развиваться процесс будет в нужном направлении. Поскольку наше общество заинтересовано в такой системе, то и партии, которые будут присутствовать в парламенте, они должны иметь из бюджета поддержку определенную. Те партии, которые пройдут в парламент в соответствии с пропорциями, которые они будут иметь, они должны иметь и финансирование. Вот такая система даст возможность нам уже совершенствовать наш политический ландшафт. Скажите, вы говорили о том, что вы сначала были только за пропорциональную систему, да? Но в итоге согласились на смешанную. Скажите, что это смешанная система, в чем ее преимущество и в чем, на ваш взгляд, недостатки? Вообще, знаете, в
считается, что мажоритарная система, она более демократичная. Но я уверен, что нам нужен переходный процесс определенный, потому что мы вот за эти 20 лет еще такую надежную демократическую картину, демократический процесс в стране не создали. Поэтому мы сталкиваемся все время с такими процессами в период выборных кампаний. Очень противостояние жесткого, конфронтации в обществе, непонимание целей и задач, которые стоят перед политическими лидерами, политическими партиями. Поэтому, конечно, нужна эта система сейчас пропорциональная на какой-то период времени. Смешанную, почему я поддерживаю? Потому что, вот как было сказано, на определенный период, наверное, резкие такие переходы, может, невозможны, нецелесообразны в нашем обществе. Но и в этой смешанной системе есть тоже свои преимущества, конечно. По мажоритарным спискам могут там баллотироваться и представители партии тоже, там тоже будут. И те люди, которые пройдут по мажоритарным округам, они тоже могут влиться в определенные фракции. А все-таки объясните нашим телезрителям, пропорциональное, мажоритарное, коротко? Пропорционально – это когда партии выдвигают списки своих кандидатов в депутаты, и избиратели голосуют за вот этот список партийный. А мажоритарная система – это когда за отдельных индивидуальных, не связанных с какими-то политическими силами, кандидатов голосуют. Скажите, пожалуйста, там была определенная дискуссия, да, и было голосование. Вот точки зрения депутатов, они сильно разнились, как вот вы считаете? Знаете, первый раз, когда было предложено из администрации президента, мы получили законопроект, в котором предлагалось 45 депутатов, и вот изменение вот этой избирательной системы, да, этот законопроект не прошел тогда. Вот. Но я считаю, что он не прошел, потому что не было проведено необходимой разъяснительной работы среди всех депутатов, не было до конца понимания того, что это выгодно для общества и государства, и поэтому вообще по закону конституционные поправки, которые представляет президент, если однажды они не прошли, то они могут выноситься только через год. Но здесь парламент пошел другим путем. Этот второй законопроект уже с измененными там формулировками, и где было количество уже увеличено до 55 человек, был от группы депутатов представлен. Вот, и он получил подавляющее большинство в парламенте на этот раз, потому что все осознали необходимость и важность. Почему такое большое количество? Честно говоря, я сам был против тоже. Я вообще на комитете, в обсуждении на комитете голосовал против. И, кстати говоря, законопроект в комитете не прошел тогда. И когда его вынесли на парламент, об этом представитель комитета тоже сказал, что он не прошел в комитете, но вот на ваше обсуждение выносится парламента. Вот. Но я проголосовал за, потому что все-таки считаю, что мы не можем сейчас откладывать опять на целый год. Я уже много лет, еще, как я сказал, при Сергее Васильевиче предлагал такую систему сделать выборную. Поэтому не принципиально, наверное, какое количество будет. Кстати, для того, чтобы, может быть, я могу согласиться частично с тем, что увеличение, конечно, даст возможность более эффективно работать парламенту, потому что у нас сегодня в комитетах мало людей, по 2, 3, 4 человека, 2 такого нету, но 4, 5 человек есть, где комитеты. Потом депутаты в 2 комитетах одновременно участвуют в работе комитетов. Поэтому нехватка есть определенная, конечно. В конце концов, это не принципиальный вопрос. Для многих телезрителей, вообще, вот если следить за дискуссиями в социальных сетях, то многие возмущаются, еще больше количество депутатов увеличилось, опять это, все это ляжет на плечи налогоплательщиков и так далее. Как к этой точке зрения вы относитесь? Это не такие большие нагрузки на плечи налогоплательщиков будет, а польза очевидная для общества и есть, потому что общество заинтересовано должно быть в сильном парламенте. Вот. И всякие такие высказывания критические, которые мы часто слышим в адрес парламента, они несправедливы, конечно.
Парламент всегда отражает зеркальное отражение общества. Какое у нас общество, такой парламент. Потому что люди выбирают членов парламента, тех, которые они считают достойными. Поэтому потом жаловаться на то, что парламент нравится или не нравится, это, конечно, необоснованные такие жалобы. Тот парламент, который мы избрали, мы и имеем. Еще раз повторяю, что от эффективной работы парламента зависит и благополучие всего общества тоже. Принятие вот этой поправки, принятие этого закона, оно усиливает как-то влияние парламента, именно вот эту ветвь власти, или этой зависимости здесь нет? Ну, конечно, да, я считаю, что усиливает, потому что если там будут представлены партии, это, во-первых, даст возможность создать реальные политические партии. Потому что сегодня мы знаем, очень большинство партий, они не имеют той реальной силы, которую должны иметь. Очень много там у них членов партии, которые просто на бумаге там записаны и прочее. А здесь будет уже у политиков и людей, которые хотят заниматься политикой, и людей, которые интересуются политикой, есть возможность участвовать активно в этой политической борьбе. Вы говорили о том, что вот эта поправка будет как бы развивать многопартийность в Абхазии. А скажите, развитие многопартийности что даст Абхазии? В чем ее преимущество? Или это может быть и иметь и другие негативные стороны? Ну, как сказал один известный политик, это, может, не самая лучшая система, но никто лучше не придумал. Лучше не существует. Поэтому сегодня для того, чтобы было соперничество в идеях политических, на то, как развивать общество. Ну, мы знаем, что без конкуренции никакое развитие невозможно. Это не только политика касается экономики, любой сферы жизни. Поэтому и здесь, и в политике тоже нужно соперничество, нужна конкуренция. Конкуренция политических идей. Сегодня мы их не видим. Мы сегодня видим, что политические партии формируются по личностям. И люди приходят голосовать в основном за личности. Потому что большой разницы, вообще никакой разницы в идеях не существует. Все поддерживают одни и те же идеалы. Так вот, для того, чтобы было вот такое соперничество, было, еще раз повторяю, был реальное разделение на ветви власти и реальный контроль над исполнительной властью. Вот для чего нужны политические партии. Ну, надо сказать, что законопроект принят в первом чтении, еще будут вноситься поправки, очевидно. Так что мы увидим окончательное решение уже после третьего чтения, очевидно. Какие поправки там могут быть еще внесены? Ну, много может поправок, потому что практика парламентской работы показывает, что очень значительные поправки могут быть внесены. Сергей Миронов, 4 ноября в парламенте также обсуждали другой закон, который называется «О местном самоуправлении и управлении в Республике Абхазия». Он тоже очень бурно обсуждался, за него проголосовали, тем не менее, 26, и 4 были против. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, глав администрации нужно назначать или выбирать? Вот знаете, с этим законопроектом произошла аналогичная история. Он не прошел в комитете. И я, как член этого комитета, голосовал против. Потому что я считаю, что нужно избирать глав администрации. С определенной поправкой. Да, нужно сделать какой-то пилотный такой проект, эксперимент, для начала сделать в столице хотя бы вот эти выборы. И президент сам во время выборной кампании неоднократно говорил о том, что будут избираться. Но я проголосовал, когда уже был вынесен все-таки с замечаниями представителей комитета о том, что так был отклонен в комитете, но было рекомендовано, значит, вынести на заседание, на обсуждение, на сессию. Я проголосовал за, потому что, опять же, не принять этого закона, это означало на год отложить его принятие. Ну, тот вариант, который предлагается сейчас президентом, он, несомненно, с моей точки зрения, во всяком случае, является шагом вперед, определенным шагом вперед. Поэтому, чтобы не откладывать развитие этого процесса на целый год,
я поддержал, и подавляющее большинство тоже согласились с тем, что сейчас на определенном этапе можно перейти к такой системе. То есть это какая-то промежуточная пока мера? Да, пока тоже принят в первом чтении, поэтому тоже могут определенные поправки быть внесены. Там есть разные предложения, когда, значит, из числа депутатов предлагается кандидатура президенту, или когда президент обсуждает с собранием, городским собранием кандидатуру. В общем, это все будет уточняться еще в дальнейшем. Я хочу сказать, что до того, как пришел в парламент, у меня тоже были такие какие-то иногда скептические такое отношения к парламенту и так далее. Но я сейчас убедился, что вот если посмотреть за всю послевоенную нашу историю, это может быть наиболее активный парламент сегодня, потому что там на самом деле есть борьба позиций, мнения расходятся, отстаиваются. Вот мы видели, когда законопроекты, которые от президента приходят, отклоняются и прочее. То есть довольно активная такая борьба идет, но и это хорошо. Я вообще всегда считал, что желательно, чтобы в парламенте было больше оппозиции. Тогда исполнительная власть вынуждена будет договариваться и приходить к каким-то компромиссам, тогда не надо будет на улицах выяснять отношения на площадях и на стадионах. Вот к этому нужно будет стремиться. И я думаю, что мы потихоньку как раз к этому идем. Если у нас будет вот такая еще смешанная система, где будут присутствовать партии, это усилит роль парламента. Еще раз хочу сказать, не может быть нормального развития для общества без сильного парламента, потому что это представители народа, которые контролируют исполнительную власть. И общество заинтересовано выбирать туда самых принципиальных и достойных людей. Спасибо. Спасибо, Сергей Миронович, что пришли к нам на передачу и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. До свидания. Всего хорошего. Напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был депутат Народного собрания парламента Абхазии Сергей Шамба. Мы продолжаем наш выпуск. 7 ноября абхазские коммунисты отметили 98 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Они возложили цветы к памятникам выдающимся революционным и общественным деятелям Абхазии Ефрему Эшба, Нестору Лакоба, к мемориальной доске на доме, где жил Николай Акиртава. Также они возложили цветы к скульптуре вождя мирового пролетариата Владимира Ленина в столице. Абхазские коммунисты считают, что именно советская власть и Советский Союз спасли от уничтожения абхазский народ и способствовали расцвету многонациональной Абхазии. А распад Советского Союза привел к многочисленным военным столкновениям на его территории, в том числе к вторжению войск Госсовета Грузии в нашу республику для физического уничтожения народа, и не только абхазского. Коммунисты Абхазии считают, что неправильно замалчивать значение Великой Октябрьской социалистической революции, неправильно придавать забвению свою историю и ее яркие значимые страницы. Знаменательная дата вообще в жизни всего советского народа, можно сказать. Сегодня ее празднуют во всех странах СНГ, также в странах бывшего Советского Союза. Что касается абхазского народа, то эта дата для нас была очень знаменательная, потому что мы считаем, что вот именно с установления советской власти была установлена и государственность Абхазии. Такие имена, как Ленин, это всегда будет в истории прогрессивного трудового человечества. Также наш лидер Нестор Аполлонович Лакоба, мы тоже цветы возложили сегодня его памятника. Ефрема Эшба, Акиртава, видных революционеров. Можно даже сказать, что это были действительно сподвижники Ленина, которые играли очень огромную роль и имели огромный авторитет во всем Закавказье. Абхазия 2015 – международный молодежный форум, объединивший до 120 молодых людей. В их числе делегаты из Луганской Народной Республики, Приднестровской Молдавской Республики, Крыма, Республик Северного Кавказа и Южной Осетии. 7 ноября – второй день форума. Для его участников подготовлена насыщенная программа. Круглые столы на различные темы об актуальных вопросах жизни молодежи. Форум организован Государственным комитетом по молодежной политике и завершится 8 ноября. Репортаж Асиды Малия.
Участники форума – молодые перспективные люди, которым не безразлично будущее Родины. Делегаты из Луганской Народной Республики, Приднестровско-Молдавской Республики, Крыма, Республик Северного Кавказа и Южной Осетии намерены делиться опытом и перенимать его от других. А опыта работы в молодежной среде у них предостаточно, ведь делегаты – представители органов государственной власти, региональных госучреждений, уполномоченных реализовывать государственную молодежную политику, а также представители студенческих организаций. Я очень благодарен руководству Республики Абхазия, Государственному комитету по молодежи за высокий уровень организации этого форума, потому что в рамках него были затронуты очень серьезные вопросы. Самое приятное для меня то, что сейчас здесь зародилась новый формат, новая площадка. Площадка именно общения молодежи по разным направлениям. Некоторые участники форума в Абхазии не впервые. Председатель комитета по делам молодежи, спорта и туризма Южной Осетии Сергей Засеев рассказывает, что между комитетами Абхазии и Южной Осетии связи давно налажены, но вместе с тем, по его мнению, предстоит много совместной работы. Форум, по его словам, позволит сделать шаги в этом направлении. Молодежь – это будущее, это основа государства, это прогрессивная часть общества, и через какое-то определенное время они будут возглавлять республику, они должны понимать ту меру ответственности, что на них будет возлагаться. Руководитель московского штаба молодой гвардии Игорь Давидович работает в молодежной среде почти 9 лет. Несмотря на порядочный опыт работы, он уверен в том, что у абхазских коллег есть чему поучиться. Кстати говоря, между молодой гвардией и молодежной организацией «Молодая Абхазия» уже давно налажено сотрудничество, которое они намерены продолжить. С точки зрения патриотического воспитания в Абхазии, наверное, действительно очень такой высокий уровень. И есть понимание, что нужно развивать двухсторонние взаимоотношения, есть понимание, что нужно строить совместный план работы. У меня, в принципе, есть там различные мысли по обмену опытом, потому что, да, там, несмотря на, может быть, да, и размеры Абхазии и численность населения, но в любом случае здесь есть свои уникальные форматы работы в молодежной среде. Молодежные и студенческие инициативы, профилактика экстремизма и ксенофобии в молодежной среде, гражданско-патриотические программы, форумная кампания и грантовые программы Российской Федерации, особенности межрегионального и международного сотрудничества, круглые столы на эти темы вели эксперты. Хочется сказать культурно-деловому центру «Дом Москвы» спасибо за предоставленные площадки. Они нам очень сильно помогли. Я уверен, что подобные мероприятия, они способствуют сближению и наших народов, и деловые контакты налаживаются в ускоренном темпе. Мы на круглых столах, на всех консультациях говорим, для нас важна конкретика. Не бумага, не протокольная часть, не декларации какие-то, а именно конкретика, то есть практическая часть. По словам Аляса Авицба, сегодня в Сухум прибывает руководитель Федерального агентства по делам молодежи России Сергей Поспелов, который встретится со студенческим активом и представителями молодежных организаций. По итогам обсуждения на круглых столах будут отобраны наиболее значимые материалы, которые и войдут в резолюцию. Участникам форума, как и его организаторам, важно, чтобы сотрудничество было не на словах, а на деле. Асида Малия, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Это все новости субботы. Всего вам доброго. До свидания.